Роль сердца в организме огромна. Сердце обеспечивает жизнь человека, разносит кровь по всем органам и тканям живого организма, доставляя к ним кислород и различные питательные вещества, электролиты, гормоны. Хирургия сердца возникла не очень давно. Это новая эра в медицине, которая бурно развивается и на сегодняшний день имеет поразительные успехи. Ныне кардиохирургия является ведущей отраслью здравоохранения высокоразвитых стран. Она связана с использованием сверхсложных медицинских и промышленных технологий, требует высочайшего уровня профессионализма специалистов, научно-технического и организационного обеспечения. Кардиохирургия является одним из самых молодых направлений здравоохранения нашей республики. Необходимо отметить, что за относительно короткое время кардиохирургия нашей республики заняла одно из ведущих мест на Дальнем Востоке. И мы с чувством гордости можем говорить, что у нас есть своя школа сердечно-сосудистой хирургии, которая является последователем идей многих ведущих российских и зарубежных клиник. Развитие кардиохирургической службы берет начало с 2000 года, когда впервые у нас в стенах нашего Национального центра медицины были проведены первые операции на открытом сердце. И с этого дня как раз начинается эпоха развития кардиохирургической службы в Республике Саха-Якутия. В этом году мы будем отмечать 25-летие. За эти годы кардиохирургия достигла, хочу сказать, и, наверное, вправе сказать, мировых стандартов. Мы сегодня выполняем практически все операции, которые выполняются в мире. И за последние годы одним из таких достижений это имплантация так называемого искусственного желудочка, это так называемое искусственное сердце. Мы как раз с вводом нашего кардиососудистого центра получили прекрасную возможность именно в развитии данного профиля на мировом уровне. Я помню 2000 год, февраль месяц, когда впервые было организовано кардиохирургическое отделение в Республиканской больнице номер 1 на базе клинического центра. И для организации первой операции на сердце приезжал тогдашний министр здравоохранения Российской Федерации, академик Юрий Леонидович Шевченко. Я работал в Министерстве здравоохранения, в лечебном отделе, и мы все были очень воодушевлены организацией новой службы. Помню, как через службу МЧС даже бортом МЧС был доставлен к началу первой кардиохирургической операции первый аппарат искусственного кровообращения в нашу республику. Михаил Ефимович Николаев, первый президент Республики Саха-Якутия, стоял у истоков организации кардиохирургии нашей республики. Это по его идее и поручению была реализована организация новой службы. В этом году сердечно-сосудистая хирургия в нашей республике отмечает 25-летний юбилей. В 1992 году на базе Якутского клинико-диагностического центра организовано отделение сосудистой хирургии на 25 коек. И 2 ноября того же года проведена первая плановая сосудистая операция. Этот день считается днем рождения нового сердечно-сосудистого направления в хирургии республики. Одним из таких больших достижений и зрелости кардиохирургической службы это доказательство того, что в 2018 году в стенах нашего Национального центра медицины впервые на Дальнем Востоке выполнена трансплантация сердца. Успешно, это тоже очень большое достижение и говорит о зрелости всей системы и в целом системы здравоохранения в нашем регионе. Это работа не только одной службы кардиохирургической, это говорит о том, что слаженно и на высоких стандартах работают практически все системы. Ну и в 2016 году у нас детская кардиохирургия была
отделена. Она сейчас у нас в структуре педиатрического центра. Если 16 лет они были в структуре основного кардиохирургического отделения, в 2016 году нам удалось разделить детский профиль и взрослый профиль. Ну и сейчас мы работаем на 56 койках кардиохирургических. Если раньше работали на 20 койках, сейчас уже вот у нас 56 коек. У нас кардиохирургия — это не только открытые операции, но и применение так называемых технологий в хирургическом лечении сложных нарушений ритма сердца. Мы здесь тоже применяем, начиная от имплантации кардиостимуляторов, заканчивая применение новых технологий по сложным нарушениям ритма сердца. Хочу остановиться как раз нашему кардиососудистому центру. Вот как я уже говорил, с вводом нашего кардиососудистого центра, конечно, у нас появились большие возможности именно внедрения новых технологий. И как раз вот в течение уже 3-й год пошел, и мы поэтапно, ежегодно, буквально ежегодно внедряем новые технологии, которые успешно применяются в нашем центре. Мы уже, как я уже говорил, имплантировали искусственный левый желудочек. Мы сегодня выполняем все открытые операции на сердце. Ну и одним из самых важных составляющих ввода кардиососудистого центра — это, конечно, получение специализированной высокотехнологической медицинской помощи, не выезжая за пределы республики. И сейчас мы можем сказать, что мы можем на высоком уровне оказывать эту помощь. Хочется отметить за этим огромным трудом, за развитием кардиохирургической службы в нашей республике стоят организаторы здравоохранения. Это наш Петр Иванович, ведущий кардиохирург. Он до сегодняшнего дня выполняет практически все операции. Он подготовил уже, наверное, несколько поколений кардиохирургов. Под его руководством сейчас работают наши молодые специалисты. Ну и истоков за этой службой стоят, конечно, организаторы здравоохранения, которые обеспечивали, и их желание помочь внедрить новые технологии у себя на месте. И хочу назвать руководителей того времени. Это министр здравоохранения Вячеслав Лаврентьевич Александров, первая руководитель анестезиолого-реанимационной группы и отделения Николай Николаевич Эверстов, первые перфузиологи Кузьма Ильич Колосов. Под его руководством также подготовлено несколько хороших специалистов, высококлассных по анестезиолого-реанимационной группе. Да, это врачи, хочу отметить, Андрей Григорьевич Николаев, Джустан Анатольевич, который заведует сейчас отделением. Ну и ребят, которые стояли у истоков, Лыткин Владислав, с которыми мне очень повезло работать в это время. Я сам начинал с кардиореанимации, и на моих глазах это развитие, первые операции все проходили. Тогда я еще был студентом и работал в кардиореанимационной службе. Этапы становления сердечно-сосудистой хирургии в Республике Саха-Якутия делятся на 3 периода. Первый этап с 1980 по 1992 годы. Первые плановые реконструктивные операции на магистральных сосудах специалистами по сосудистой хирургии на базах хирургических отделений городской и республиканской больницы, начало операций на экстракораниальных сосудах. Второй этап с 1992 по 2000 год. Открытие отделения сосудистой хирургии на базе вновь открытого Якутского клинико-диагностического центра. Усвоение и внедрение операций на всех регионах сосудистой системы. Третий этап с 2000 по 2009 год. Становление кардиохирургии, организация отдела сердечно-сосудистой хирургии, выполнение высокотехнологичных операций на сердечно-сосудистой системе по федеральным квотам в виде госзаказа. Действительно, первая операция была проведена 2 пациентам в стенах нашего центра, Национального центра медицины.
и наблюдение, проведение операций непосредственно в оперблоке наблюдал сам Михаил Ефимович Николаев вместе с министром здравоохранения Иваном Яковлевичем Егоровым. Мы тоже это сейчас помним, я помню, как это вчерашний день, и очень время быстро летит. Мы сегодня уже отмечаем четвертьвековой юбилей первой кардиохирургической операции. За эти 25 лет произошли очень большие позитивные, прогрессивные изменения в дальнейшем развитии кардиохирургической службы Якутии. За 25 лет был построен кардиососудистый центр. Буквально 3 года назад мы начали работать в новом кардиососудистом центре. В 2022 году тоже на открытие кардиоцентра приезжал нынешний министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко, и присутствовал лично глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев. Ну, я как руководитель этого подразделения центра хотел бы поблагодарить наше руководство республики со времен Михаила Ефимовича Николаева по сегодняшний день Арсения Сергеевича Николаева за ту огромную поддержку в продвижении службы здравоохранения в Якутии, именно в развитии высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи именно населению нашей родной Якутии, что наше население не обделено абсолютно никаким образом от тех высокотехнологичных операций, пособий, которые оказываются по всему миру. Надо сказать, что во главе кардиохирургического отделения, которое расширилось благодаря строительству кардиоцентра до 30 коек, в целом кардиохирургических коек, включая детских, в нашей республике сейчас более 50 коек. Это говорит о том, что мы уделяем огромное внимание развитию и внедрению новых высокотехнологичных мирового уровня операций в нашем кардиососудистом центре. За последние 2 года, благодаря вводу в строй кардиоцентра, кардиохирургическое отделение, кардиохирурги, рентгенхирурги внедрили очень много операций. Только за последние 3 года мы выполнили 4600 операций на сердце, пролечили более 14 тысяч пациентов на круглосуточных койках кардиососудистого центра. И отрадно, что эти пациенты, которые поступают к нам в кардиоцентр, из них 1/3, 30-40% больных получают именно высокотехнологичные методы лечения. В связи с внедрением этих новых операций на сердце, такие как аортокоронарное шунтирование без искусственного кровообращения, имплантация искусственного левого желудочка, имплантация 3-камерных кардиостимуляторов, кардиовертеров, дефибрилляторов, огромное количество стентирований на сосудах сердца и головного мозга. Это привело такой подход к организации и практической реализации сердечно-сосудистых программ к снижению смертности населения Якутии от болезней системы кровообращения. 25 лет – это относительно большой срок, четверть века. Но эти годы очень быстро пролетели, конечно. Это в 2000 году по распоряжению нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Поэтому, конечно, мы в первую очередь очень благодарны первому президенту нашей республики Михаилу Ефимовичу Николаеву. Благодаря его распоряжению все это началось. До этого, конечно, были попытки, большие желания каждого поколения, множество поколений хирургов, но не было, как говорится,
такого обеспечения, как вот наш Национальный центр медицины, оборудование и так далее. Все это мешало. Поэтому в 2000 году сбылась мечта многих поколений хирургов нашей республики. Сразу скажу, что это кардиохирургами, во-первых, не все и сразу не становятся. Я прошел очень большой путь, учился, работал общим хирургом, практически там 10 лет, потом сосудистым хирургом, потом наконец-то стал вот, в 2000 году кардиохирургом. Вот такой путь прошел. Но в связи с этой датой я, конечно, прежде всего хочу выразить от всего сердца благодарность, спасибо моему коллективу, начиная от санитарок, медсестер, моим врачам, моим соратникам. Благодаря им выполняем такую непростую работу «Операция на открытом сердце». Качество медицинской помощи зависит не только от быстроты ее оказания. Важно в предельно сжатый срок установить точный диагноз заболевания и применить новейшие в современной отечественной и мировой практике методы лечения. Здесь проверяются зрелость и уровень местной медицины. Умелый персонал, современная материально-техническая база, строгая организация дела, которые позволяют совершать поистине чудеса в излечении самых тяжелых заболеваний. Убедительным показателем уровня медицинского обслуживания населения является способность уверенно излечивать больное сердце человека. Именно успехи в лечении сложных сердечно-сосудистых заболеваний сегодня отражают уровень развития медицины любого региона. Свою деятельность учреждения я начал как раз в отделе кардиохирургии под руководством Петра Ивановича Захарова в качестве врача-анестезиолога-реаниматолога в отделении кардиореанимации. Конечно же, очень много прошло с того времени лет. Я пришел сюда работать после ординатуры клинической и устроился уже в качестве анестезиолога в отделении кардиореанимации. Было очень много интересного, развивались, внедрялись большие методики лечения различных видов заболевания, касающихся кардиологического профиля, требующие оперативного лечения. Все эти методы были внедрены, освоены и благополучно применены. В то время, когда вот в 2000 году у нас исследования по сердечно-сосудистой системе, например, коронарографии, было только 200 в год. Данные сейчас у нас, вот, по данным 2024 года, у нас исследований 10 тысяч исследований. Это сколько выросло, да? И из них половина это сердечно-сосудистые исследования. Из них коронарографии больше 4 тысяч исследований делаем в год мы. Стентирование, вот, развитие вот нашего отрасли рентгенхирургии тесно связано с развитием кардиохирургии. Мы друг друга дополняем и, в принципе, делаем одно дело, да. Поэтому, получается, развитие кардиохирургии также способствует развитию рентгенхирургии, вот, эндоваскулярных методов диагностики и лечения. Первое стентирование в нашем отделении было выполнено в декабре 2004 года. А потом, это первое было, с приобретением нового ангиографа, это ангиоскоп Артис биплановый БА фирмы Siemens. И потом с каждым годом у нас идет нарастание этих исследований и выполнение операций. В данное время мы в этом году выполнили больше 1000 больным стентирования. Это 1198 за 2024 год. Я работаю в кардиореанимации с 2006 года, с конца. Перевелся с РБ-2. Тогда мы еще базировались в клиническом центре Национального центра медицины. Ну, в то время небольшое отделение было на 9 коек. Тогда только обеспечивали кардиохирургические операции, плюс кардиологические. Сейчас мы намного расширились на 19 коек. Мы обеспечиваем вот кардиохирургические операции на сердце.
плюс пациенты с нарушением ритма сердца, с хронической сердечной недостаточностью. И в основном у нас пациенты идут с острым коронарным синдромом со всей республики. У нас работает наш аксакал анестезиологической службы Колосов Кузьма Ильич. Он с первых дней открытия кардиореанимационной службы работает. И начинал именно по искусственному кровообращению. Он один из первых, ну не то что один из первых, он первыми начинал работать с аппаратом искусственного кровообращения. Я начал работать с кардиологическими пациентами с начала своей карьеры, то есть с 2001 года. На тот момент, конечно, были такие сложные времена, это уже конец 90-х, начало нулевых. И когда я пришел сюда, был только год, как открылась кардиохирургия, и уже Петр Иванович уже начал тогда активно внедрять новые технологии, оперировать. И я попал в этот относительно молодой коллектив тогда. Меня пригласили, как я уже сказал, Петр Иванович Захаров и заведующий отделением кардиореанимации на тот момент это Эверстов Николай Николаевич, это наш первый заведующий. И 2001 года поработал там в качестве врача-анестезиолога-реаниматолога. И потом в 2003 году в ультимативной форме меня отправили на учебу, то есть что надо развиваться. Эверстов Николай Николаевич как раз и сказал, что пока есть время, пока есть возможности, надо учиться и развиваться. То есть отправили меня в ординатуру в город Москва, где я в общей сложности отучился где-то лет почти 10 совместно ординатура и аспирантура. И приехал сюда уже защищенным. То есть в 2012 году и в тот же год назначили заведующим отделением кардиореанимации, где я и начинал работать на тот момент. Выполняли, конечно, очень сложные операции. Операций было много. Коллектив также был относительно молодой. Все мы друг друга знали. Также отдельно хочу остановиться Колосове Кузьме Ильиче. Это самый первый перфузиолог наш. И перфузиолог – это специалист, который занимается именно искусственным кровообращением. То есть сердце останавливается и работает уже аппарат. И этот человек, он на тот момент в Дальнем Востоке был единственным перфузиологом. Тогда еще и в Хабаровске федерального центра не было, и в других городах тоже кардиохирургией никто не занимался, только у нас в нашей клинике занимались. Как раз в 2000 году открылось наше отделение кардиологическое. Тогда я пришла сюда работать, стала заведующей отделением. И наше отделение совместно с отделением Петра Ивановича Захарова, кардиохирургическим отделением, так каждый день постоянно вместе работаем. У нас такой блок существует единый. Раньше он назывался отдел сердечно-сосудистой хирургии. Он включал 3 больших отделения. Это отделение кардиологическое наше, отделение кардиохирургическое, отдельное отделение, и отделение кардиореанимации. Но мы работали в такой тесной связи, и у нас пациент проходил такой путь. Он поступал сначала в кардиологическое отделение, проходил полную диагностику, устанавливались показания к хирургическому лечению. Если было показано хирургическое лечение, мы пациента готовим на операцию. Затем он переводится в отделение кардиохирургии, где его практически сразу берут на операцию. Там он проходит ранний послеоперационный период. Первые сутки после операции, первые 3 суток пациент находится на лечении в отделении кардиореанимации. Кардиохирургия занимается лечением таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, аритмология, приобретенные пороки сердца, также врожденные пороки сердца. Большая часть, конечно, больных это с ишемической болезнью сердца, то есть стенокардия, напряжение и постинфарктный пациент. Также аритмологические пациенты с
брадиаритмиями, то есть когда сердце бьется не как положено, с низкой частотой. У нас отделение занимается именно операциями, то есть мы шунтирование ортокоронарная, кардиостимуляция и также установка стентов. Это основной костяк наших операций. Но помимо этого и делаем протезирование клапанов, вмешательство на аорте и при врожденных уроках сердца операций. Благодаря высочайшему профессионализму, великому дару врачебного мастерства и самоотверженному труду опытные врачи-хирурги решали важнейшие задачи охраны здоровья населения на разных этапах истории становления и развития сердечно-сосудистой хирургии республики. Хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья, профессионализма, развития, терпения, ну и реализации всех наших планов, объемов во благо здоровья наших пациентов. Хочу пожелать нашему уважаемому Петру Ивановичу крепкого медицинского здоровья, успехов в работе и благодарных пациентов. Все мы понимаем, что здоровье для человека является самым важным, и отношение, которое сейчас мы видим от наших пациентов, является доказательством тому, что нам доверяют. Молодым коллегам прежде всего хочу крепкого здоровья. Иначе крепкий человек с крепким здоровьем может выполнять такие сложные, тяжелую, непростую работу. И, во-вторых, я хочу, чтобы они получали от этой работы удовлетворение и всегда чувствовались счастливыми. Я душой всегда болею за своих коллег, за кардиохирургов, за кардиоанестезиологов. Да, и вот в связи с юбилеем, с 25-летием хочу пожелать всего самого наилучшего, профессионального роста, благодарных пациентов, ну и чтобы всегда все начинания, они претворялись в жизнь. 2025 год наступил. В этом году исполняется 55 лет кардиологической службе республики, исполняется 25 лет отделению кардиохирургии и, соответственно, 25 лет исполняется нашему отделению кардиологическому и 25 лет исполняется отделению кардиореанимации. Но я хочу пожелать всем своим коллегам прежде всего такой творческой, интересной работы, новых достижений, новых успехов, удачи во всех делах. Хочу поздравить отделение кардиохирургии с этим знаменательным юбилеем в этом году. И хочу выразить благодарность своим учителям, наставникам. И для меня, как для молодого врача, огромная честь работать в этом отделении и совместно работать с кардиохирургами в одном операционном блоке. Нашему отделению, конечно, желаю только идти вперед, стремиться всегда к довольным пациентам, выписанным с хорошими результатами, без малого количества осложнений. Я думаю, нам это под силам, и будем стремиться только к улучшению качества жизни наших граждан. Кардиохирургии 25 лет. С юбилеем! Ура! Специалисты кардиохирургической службы несут нелегкую вахту, охраняют и лечат сердца людей в любое время суток, отдавая каждому пациенту частичку своей души. Спасибо им за мужество, за самоотверженный и благородный труд, за неустанное служение человеческому сердцу.